Руководство компании «Мегаком» 7 апреля прошлого года передавало крупные суммы денег лидеру партии АКИКАТ Аликбеку Джикшенкулову и криминальному авторитету Камчик Альбаеву. С таким заявлением выступили сегодня сотрудники компании, которые через посредников передавали деньги и политику, и лидеру УПГ. Согласно их заявлениям, 7 апреля Джикшенкулов пришел в офис компании вместе с группой сторонников и заявил, что отныне он является руководителем «Мегакома» и даже распорядился приобрести на средства компании мебель в своевольно занятый им кабинет. Занимавший тогда пост генерального директора Андрей Силич отдал распоряжение отдавать деньги всем, кто их потребует. Среди этих людей оказались не только активисты партии АКИКАТ, но и представители криминального мира. Со слов сотрудника компании «Мегаком» Аликбеку Джикшенкулову он передал деньги через некоего Рашида, а Камчик Альбаеву через некоего Баху. Рашид сказал, нужно срочно шефу отвезти $100 000. Мы, значит, собрали. А в этот момент как раз пошло поступление дилеров. Они несли деньги в кассу, и нам пришлось, в общем, мы собрали суммами $100 000 в коробку из-под бумаги. Я их сложил, привез возле офиса Фонекса. Там меня встретил Рашид, проводил на второй этаж в квартиру, попросил меня подождать в коридоре. Я помню, еще прямо была дверь в кабинет, слева кухня, там женщины, вроде сестры, жены, там не знаю кто. Вооруженные охранники в фойе и на втором этаже у него. Вот. Потом он пригласил меня в кабинет, я зашел с коробкой. Аликбек Джикшенкулов там находился, и еще там пара каких-то товарищей, я не знаю. Он меня увидел, испуганно закричал там, кто это, уберите его. Я непонятно оставил ему коробку за диваном и вышел. Вот. Ну и после этого я сразу поехал на работу. Потом через пару дней, значит, Рашид опять сказал, что вторую часть суммы нужно передать Камчику Альбаеву через Баха. Баха это тоже еще один из бригадиров этих бандитов. Вот я приехал в Васаби. Ну, это буквально вот, Джикшенкулову, если я отдавал 11-12, то 13-14 я уже отдавал в Васаби. В Васаби завез я эти деньги на втором этаже в кабинете. Там была вооруженная охрана, почему-то в зеленой. Или Нацгвардии, или еще кто-нибудь, не понял я, откуда эти ребята. В кабинете там, значит, находился Рашид и этот Баха. Я отдал им уже в долларах $100 000. Баха этот пересчитал. Рашид вот сказал, вот отдайте ему. Я отдал, все. На этом было все. Вот. Ну, единственное, что в этот период у меня в обеденный перерыв Рашид вывез Худоярова. Попросил, ну пройдемте, проедем, там надо переговорить. Вывез его куда-то на склад, и там находился Камчик Альбаев. В общем, Эмиль оттуда приехал бледный, дрожащий. Говорит, там все с оружием, там. В общем, они меня грузят, я не знаю что, я им объясняю, что я ничего не решаю, никаких денег я не имею. Вот. И мной было принято решение его спрятать, я его спрятал. Ну, Худояров – это административный директор.